В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В конце января по обращению жителей села Тополиное Тампонского района состоялось выездное заседание Комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики парламента Якутии. Что волнует жителей села, особенно по вопросам взаимодействия коренных малочисленных народов с промышленными предприятиями, об этом мы сегодня поговорим. Наши гости в студии Елена Голомарева, председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Госсобрания ЛТУМ. Елена Христофоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите для начала, о работе выездного заседания всего комитета по взаимодействию коренных малочисленных народов, которое недавно состоялось с промышленными предприятиями в селе Тополиное Тополинского района. Ну, вы знаете, что в парламенте нашей республики есть комитет самостоятельный, профильный по вопросам коренных малочисленных народов и делам Арктики. И мы за эти годы, с 90-х годов, приняли свод законов региона по вопросам земли, оленеводства, традиционных видов хозяйства и так далее. Ну и обращение жителей села Тополиное, в котором говорилось, что они обеспокоены тем, что фабрика, которая на долгие годы приходит на их территорию, строится не на том месте, которое они указали и просили, и попросили приехать, послушать и помочь найти общий язык с недропользователями. И вот мы, члены комитета профильного и депутаты этого округа, общественность, министерство, представители выехали в Тополином, 2 дня работали на месте, встретились с населением, выезжали в оленеводческое стадо. И, конечно, все понимают, что развитие промышленности для республики это большое дело, это поступление в налоги, это развитие этих территорий. Но то, что фабрика, которая будет долго-долго работать на этой территории, строится выше реки, они просили строить ниже реки, это очень-очень беспокоит местное население. Поэтому, конечно, разговор у нас одной встречей не завершится. Уже провели мы по приезду встречу с представителями Полиметалл и комитета, утверждали решение комитета. И в решении комитета мы указали, чтобы руководство Полиметалл все-таки пересмотрело место строительства фабрики или нашли такие варианты, чтобы местное население не беспокоилось. Они были уверены в будущем, чтобы экология нормальная была и не теряли традиционные виды хозяйствования, в котором как раз-то и второй вопрос. Второй вопрос. Из-за чего? Из-за того, что оленьи пастбища, на оленьих пастбищах строятся объекты и дорога. Но для нас дорога – это развитие. Дорога связана с понятием развития. Но если дорога строится, то должны быть документы между недропользователями и родовыми общинами, хозяйствами, которые у нас тоже приняты законом. Это соглашения, договора, которые должны действовать на долгие годы тоже. Не должны быть разовыми. Все это прописано в законах о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Республики Саха-Якутия, об этнологической экспертизе в Республике Саха-Якутия и в законе о ответственном недропользовании в Республике Саха-Якутия. Это все дает возможность и главам муниципальных образований
главам населенных пунктов, родовых общин на равных разговаривать и приходить к консенсусу без каких-то вот тревожных таких мыслей. Потому что для чего законы принимаются? Для того, чтобы вот таких моментов негативных не было. А какие еще проблемные вопросы ставит население, вот, и помимо взаимодействия с промышленными предприятиями, как вы сказали до этого? Ну, взаимодействие – это понятие широкое, это касается всей жизни этого поселка. Потому что вот как раз-то про дороги я говорила. Если 10 лет тому назад по этим дорогам можно было увидеть в течение дня 20-30 машин, то сегодня за сутки выходит более 600 единиц большегрузных машин. А это поток очень такой интенсивный, через каждые 10-20 минут уже можно видеть. Ну, они колоннами ездят по 4-5, да? И для маленьких машин это сложно, но тем не менее правила они там установили. После первой встречи у нас была осенью. Вот как раз про большие машины говорили, которые не уступают дорогу и мусорят по дороге, да, и не убирают. Ну, в общем, бросают и все. А сейчас вот ситуация изменилась. Все водители знают, что нельзя бросать мусор по дороге, мусорить, да, и пропускать другие машины, если есть возможность. Вот с таких вроде бы маленьких моментов-то и возникает, ну, как вот такие вот моменты, когда говорят, не уважают, не прислушиваются, а это территории, которые местное население считает своими. А территории эти имеют свой статус. Территории традиционного природопользования, которые, значит, статусно утверждены законом о территориях традиционного природопользования в Российской Федерации и у нас в республике. Не во всех регионах этот закон работает. Именно в республике Саха-Якутия особенность в том, что на территориях традиционного природопользования перед тем, как какие-то работы начинать, любой недропользователь должен провести сельский сход, встречу с населением. Значит, население должно понимать, кто такие приехали, надолго, как они вместе будут работать, жить вместе. Вот в этом-то и суть закона заключается, и суть нашей жизни. Елена Христофоровна, вот по итогам выездного заседания какие меры будут приняты вот по обращению именно населения? Ну, я знаю, что родовые общины, после того, как все-таки узнали, что есть у них возможность обратиться к высшему руководству акционерных, да, Полиметалл, акционерному обществу и, конечно же, первым руководителем нашей республики Арсению Сергеевичу Николаевичу в главе, как гаранту Конституции Российской Федерации, Еремееву Алексеевичу, как председателю парламента республики, и Кириллу Евгеньевичу Бычкову с обращением они вышли. С нашей стороны, после проведения комитета профильного, депутаты народные вышли с письмом руководителю акционерной компании «Полиметалл», что комитет, народные депутаты, просим обратиться вот к этому вопросу внимательно и принять позицию населения села Тополиное. Кроме этого, вот в эти дни мы встретились с представителями Полиметалл по поводу узко только по вопросам оленеводства. Так как этот поселок у нас, село Тополиное, оленеводческое хозяйство, в советское время они были передовыми по всему Советскому Союзу. Они были лучшими из лучших. Поэтому
приход промышленности, наоборот, должен сохранять и развивать оленеводство. Вот с такой позиции должны работать, поэтому мы свои эти предложения им передали. Но, надеемся, это не последняя встреча, мы еще будем дальше идти. В этом году исполнилось 95-летие Героя социалистического труда Василия Михайловича Кладкина. Вот что изменилось с тех пор в жизни национального наслега? В жизни национального наслега вот как раз приход промышленности для них это за раз очень быстро, очень так организованно. Это очень хорошо, с одной стороны, да. В 70-е годы, вот в этом году мы отмечаем 95 лет Василия Михайловича Кладкина, известного руководителя оленеводческого хозяйства, который вывел вот село, именно село Тополиное, на всероссийский уровень. Приезжали со всех концов нашего союза, страны, учиться, как вести оленеводческое хозяйство. И он там построил городок маленький, с двухэтажными благоустроенными домами. Мы там с тундры Оленевского следили за этим. Нам очень хотелось, чтобы у нас тоже благоустройство было, но это 70-е и 80-е годы. И за раз он привез, вот до сих пор вспоминает, и там тоже во время совещания вспоминали, он привез 60 комплектов телевизоров, шкафов, холодильников, всего того, что в то время было роскошью всем оленеводам села Тополиное с Белоруссии. Белоруссии. И далеко. Вот до сих пор вот это как легенда рассказывает человека труда. Ага. Ну и мы вот как Ассоциация коренных малочисленных народов и как комитет очень хотим, чтобы поселок Тополиное возродился по всем своим этим, как предки занимались там оленеводством. Древний народ, наверное, живут там. И все это сохранилось. Вот как раз-то об этом мы много-много раз говорили при встречах. Ну, может быть, напоследок, вот ваше пожелание в год единства народов России, горожанам, жителям? Ну, очень интересный год в этом году. Президент нашей страны Владимир Путин с 2026 года утвердил День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Это первый раз в этом году, в апреле, 30 апреля будем праздновать. Готовимся к этому празднику. Кроме этого, мы имеем сегодня концепцию развития коренных малочисленных народов Российской Федерации до 2035 года. И там-то как раз вот суть нашей работы, содержательная часть, полностью совпадает с этой концепцией. Этому мы очень рады. Ну и в этом году, в марте, мы будем праздновать 95-летие Кладкина Василия Михайловича, известного оленевода России. И вот к этому моменту вот как раз-то все документы должны быть у нас завершены. Спасибо, Елена Христофоровна, что сегодня пришли. Я надеюсь, все планы будут осуществлены в этом году. Спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.